Кенишбек Асанбекович, я вас приветствую. Вас назначили на должность секретаря Совета Безопасности экс-президент Джейнбеков 15 октября, когда ситуация уже была критическая. Почему вы согласились? Здравствуйте, в первую очередь. Да, действительно, 14 вечером мы встречались с президентом тогдашним Джейнбековым. Он пригласил, и мы подробно говорили о складывающейся общественно-политической обстановке. И он пригласил, предложил возглавить Совет Безопасности и попросил помочь в стабилизации общественно-политической обстановки. Действительно, общественно-политическая обстановка после выборов в Джордж-Кенеш была очень напряженной. Ну, знаете, что массовые беспорядки, захваты, все это было. Вот. И он, учитывая мой опыт работы в силовых структурах, как он сказал, компетентность и другие качества, сказал, что моя помощь была бы очень кстати. Ну, я же офицер, я государственник, вот, и слова такие, как Родина, честь, Отечество для меня не пустые слова. И чем могу, тем должен и помогать же, как говорится. Ну, перед этим я задал ему несколько вопросов, вот, сказал свои условия о том, что мы должны действовать только в рамках правового поля. Все принимаемые решения должны быть законные. Все противоречия, различные мнения должны решаться путем переговоров, согласований и так далее. И главное, я сказал, если я соглашусь работать, если мы будем работать, будет ли он исполнять свои президентские полномочия до конца своего срока. Он твердо сказал, что он будет действовать в рамках закона. Все действия его будут в правовом поле, и он будет работать до конца. И все вопросы он попытается решить мирным путем. Ну, после его таких уверенных заявлений я согласился возглавить Совет Безопасности. И 14 октября вечером указ был подписан, а 15 утром руководитель администрации представил меня коллективу Совета Безопасности. И для меня очень неожиданно, вот где-то послеобеденное время 15 октября, он подал в отставку. Это для меня была полная неожиданность. Но несмотря на это, я начал вникать в работу Совета Безопасности, изучать, анализировать имеющиеся материалы, общественно-политическую ситуацию, собрал весь коллектив, объяснил особенности и специфики ситуации и призвал всех делать все, чтобы стабилизировать обстановку и в рамках правового поля выйти из этого кризиса. Я хотела уточнить, вот помните, на тот момент, когда вот вы возглавили, да, Совет Безопасности, уже 2 суток шли переговоры Камчи Ташиева и Садыра Джапарова с Джейнбековым. Вот нам, обывателям, мы вот просто со стороны наблюдали, нам казалось, что ему то ли угрожают, то ли давят на него, то ли торгуются с ним, или все это одновременно. Так ли это было? Ну, истинную подоплеку событий, конечно, нам знать не суждено, как оно на самом деле было. Для меня лично и для общественности, наверное, казалось, что в основном вокруг обсуждения, как бы перетягивания этих вопросов шло вокруг одной темы. Это легитимизация власти Садыра Джапарова в качестве премьер-министра. Вокруг этого же было. Его сначала назначили же, ну, избрали, или как там, 6 октября вот в гостинице «Доступ». Потом 10 октября еще раз его как бы переизбрали. И все время споры шли насчет законности, наличия кворума, вопросов голосования путем доверенности и так далее. И общественность, конечно, вот думала, что вот эти вопросы являются основными, как-то спорными между ними.
И действительно нам всем так казалось. А еще какие подспудные вопросы были, нам, как говорится, не суждено, наверное, знать. Это, наверное, знают только те люди, которые были непосредственно вовлечены в процессы переговоров. Вы вот занимали должность секретаря Совбеза 10 суток. Какова морально-психологическая атмосфера царила тогда и вот царит сейчас? Ну, относительно других эшелонов власти я, конечно, не могу сказать, потому что просто у меня доступа не было, просто не успел, как говорится, до них дойти. А в коллективе Совета Безопасности, в секретариате Совета Безопасности обстановка была рабочая. Я как пришел, сразу сказал: ребята, работайте спокойно, никаких передвижений, перетасовок, замен в кадровом составе не будет. Будем спокойно работать на благо страны. Будем готовить срочные аналитические записки, служебные записки по складывающейся ситуации, какие вопросы у нас наболевшие, и чтобы выйти из кризиса, какие предложения мы должны внести руководству страны. И мы над этим и работали. Садыр Джапаров дважды судимый за покушение на насильственный захват власти и захват заложника. Неужели руководители силовых структур Кыргызстана безропотно подчиняются ему? Ну, по всем этим вопросам, наверное, в первую очередь необходимо задать вопросы органам суда. Потому что, насколько я знаю, после того, как он вышел из колонии, все приговоры в его отношении были отменены, и как бы он на сегодняшний день еще не считается судимым. Материалы уголовного дела должны вернуться в суды первой инстанции, и начало рассмотрения как бы сначала. И поэтому на сегодняшний день с правовой точки зрения как бы у него хвостов нет. Ну как хвостов нету? Если в первой инстанции должно быть рассмотрение, значит подследственный? Да, подследственный, но это же еще не приговор суда. У нас человек, пока не имеет приговора суда, он считается несудимым. Понятно. Вы встречались с Садыром Джапаровым? С Садыром Джапаровым мы не встречались. Абсолютно нет. Абсолютно нет, да. И до этого никогда не были знакомы? Ну, как, так, наверное, мимоходом, как бы на всяких мероприятиях, наверное, сталкивались, а так, чтобы быть лично знакомым и иметь личные отношения, такого, конечно, не было. Как вы оцениваете его психологическое состояние? Этот человек отдает полностью отчет в своих действиях? Нет, ну, я думаю, отдает, конечно, отчет в своих действиях. Многие его действия вполне осмысленные, целенаправленные. Он ставит перед собой конкретные цели и пытается их достичь. Я думаю, единственная его ошибка, у нас это, считай, третья революция или третий переворот. И все предыдущие такие мероприятия чем заканчивались и чем все это оборачивалось, главным автором известно же. И мне так кажется, что по многим моментам Садыр Джапаров повторяет ошибки своих предшественников. Я анализировала деятельность Садыра Джапарова и вообще его биографию с 2005 года. Получается, он был советником президента Бакиева, руководил Национальным агентством по предупреждению коррупции при Бакиеве. 4 года был в бегах в Польше, которая граничит с Белоруссией, где живут Бакиевы. Могут ли стоять Бакиевы за его приходом во власть? Ну, тут никакого секрета нет, что он очень тесно работал с Бакиевым, состоял в его команде, был одним из приближенных его, и Бакиев ему доверял очень такой ответственный пост, как комиссар по борьбе с коррупцией. Вот, поэтому в свое время он, наверное, полностью пользовался его поддержкой. Вот. И после апрельских событий, конечно, вот как вы назвали, он находился в бегах на территории других государств. И на каком уровне находились его контакты с Бакиевым, я, конечно, сказать не могу. Но, тем не менее, я предполагаю, конечно, что в нынешнее время между Бакиевыми и Джапаровыми вполне могут быть связи. И я думаю, вот нынешние события, я думаю, произошли
во многом благодаря поддержке Бакиева. Почему? Да просто посмотрите кадровые назначения. Сколько бакиевцев возвращается в властные структуры, сколько его сторонников освобождается из колонии. И при том его последняя риторика относительно апрельских событий, июньских событий, относительно членов Временного правительства. Поэтому я не исключаю, что он выполняет определенную программу, которая была согласована с Бакиевым. Вот все кыргызстанцы стали свидетелями 2 шоу «Поймать рядового Раима» и «Церемония ареста Камчи». Расскажите, вы что-нибудь знали об этих псевдоспецоперациях? Ну, как секретарь Совета Безопасности, я о них не знал, мне их не докладывали. Вот. Но обычно, когда спецслужба проводит спецоперацию, она проводится в глубокой тайне, в глубокой конспирации, с принятием всех мер зашифровки. Вот. Никто об этом не знает. И внезапность проведения операции – один из главных условий успешного завершения операции. А в данном случае такое, как говорится, со снятием на видео, кино всех обстоятельств, такой шум, гам меня, откровенно говоря, очень удивило. И у меня создалось впечатление, оно было больше направлено на оказание какого-то такого эффектного впечатления на общественность, чем интересы дела. Поэтому я таких назвал. А вообще это нормально, что они не поставили вас в известность? То есть это секретность такая, что даже самое высокое руководство не ставит? Нет, но ставить меня в известность не обязательно. Вот, ну, непосредственно докладывать высшему руководству страны, это президенту как главнокомандующему, и потом непосредственно сам руководитель ведомства знают и дают команду, это естественно. Ну, а по итогам, конечно, секретарю Совета Безопасности могли дать определенную информацию. Или, если впоследствии она может стать темой рассмотрения на заседании Совета Безопасности, то могут быть, конечно, представлены определенные материалы. Какая цель была у этих шоу? Но 16 октября исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров же выступил перед народом. И вот это выступление, откровенно скажу, мне очень понравилось. Действительно, вот в последние годы народ разочаровался во власти, потому что говорилось одно, делалось совсем другое. Слова расходились с делом. И у него было очень хорошее деловое выступление. Это выступление мы взяли сразу, изучили в секретариате Совета Безопасности. По основным моментам мы сразу начали готовить аналитические записки, материалы, вплоть до рассмотрения на заседании Совета Безопасности, в особенности в части борьбы с коррупцией, организованной преступностью, пограничной безопасности и предотвращения распространения второй волны коронавируса. И вот здесь я выделю борьбу с коррупцией и криминалитетом. Вот, честно говоря, сейчас у нас общество и народ же вообще все видит же и разочарован, насколько у нас все прогнило и все переплелось. И после заявления Садыра Джапарова, по всей видимости, силовым структурам необходимо было громкие мероприятия, которые дали бы народу сказать, что началась успешная операция. Ну, не знаю, вот я в этой части всегда провожу аналогию с теми мероприятиями, которые в 2011 году, в январе, началось под руководством Розы Исаковны и вот этой. В 2011 году, в январе, Роза Исаковна Отумбаева собрала руководителей силовых структур и дала 2 месяца сроку, чтобы общество поверило и было уверено, что организованная преступность искореняется, ведется жесткая борьба, вот, и народ поверил в это. И тогда мы без всякой помпы, без всяких шоу, без всяких представлений в течение 2 месяцев под руководством Генеральной прокуратуры, как координатора ГКМБ, МВД, финансовая полиция и другие
Взяли более 270, если не ошибаюсь, человек, арестовали. Многие лидеры преступного мира скрылись, убежали за границу и в Турции, и в Дубае, хоть куда. И народ, особенно бизнесмены, с большим облегчением вздохнули и выражали огромную благодарность. И общество поверило этому. И, на мой взгляд, в этом случае тоже, куда нам торопиться, можно было бы месяц-два дать, сказать: ребята, поставьте всех на место, и чтобы люди поверили этому. А вместо этого, я смотрю, силовые структуры пошли другим, коротким, но таким взрывного характера эффектным путем. На пресс-конференции вы заявили, что, возможно, скоро Камчи Кольбаева освободят, так как криминальный мир недоволен тем, что не выполнили некие договоренности Джапаров и Ташиев. О чем речь? Ну, по моей оперативной информации, да, в ближайшее время их должны были отпустить, и, по всей видимости, мое заявление это помешало. Вот. Ну, я думаю, что этот вопрос еще стоит на повестке дня, и в ближайшие дни мы убедимся, так оно или нет. Вот. Есть, ну, вообще обыватели сейчас считают, что вот вся эта ситуация, она разыграна Камчи Кольбаевым в связке с Раимом Матраимовым, и вот Джапаров, он каким-то образом идет как торпеда. Что вы скажете на такую версию? Знаете, вот у нас в нашей жизни, в нынешней, сложилось такое впечатление, что у нас коррупция есть, но она вокруг только Матраимова. Да, преступность, криминалитет есть, но она вокруг только вот одного преступного лидера, скажем так. Но на самом деле же не так. Все общество насквозь у нас прогнило в этой части. Если чистить, надо чистить, начиная от чердака, кончая подвалом, и вширь, и вглубь, и в высоту, и во все стороны. А так, какими-то показушными мероприятиями одного-двухразового характера эту проблему не разрешить. А после вашей пресс-конференции Садыр Джапаров разразился тирадой угроз в ваш адрес. Он обвинил вас в событиях 2005-2010 года и пообещал привлечь к ответственности там, за ожские события и так далее. Как прокомментируете эти угрозы? Да, он не только в этой части выразился, он многие моменты сказал. Но, по всей видимости, он сам, наверное, не изучал и не знает мою автобиографию. Или советники, которые готовили ему информацию, тоже преподнесли ему неверную информацию. Он сказал, что я пенсионер. Да, я сейчас на пенсии нахожусь, мне 63 года. Но, тем не менее, я генерал-лейтенант, и по действующим законам я могу служить до 65 лет. При необходимости могут продлить мне срок службы до 70 лет. Так что у меня вполне возможно есть еще время послужить Отечеству, как говорится. Относительно вот событий 2010 года, апреля и июня, особенно июня, по ним работала международная комиссия во главе Киулиненом, это известный общественный государственный деятель из Финляндии, а там были в этой комиссии представители очень многих стран. Вот. Работала государственная комиссия во главе академиком Абдыган Эркебаевым, работала депутатская комиссия во главе Тохоном Мамытовым. Все они вынесли свои вердикты, свои заключения. Они были рассмотрены на заседании Совета Безопасности, на сессиях Джоурк Кенеша, опубликованы на международном уровне, во всех наших средствах массовой информации. И там все подробности были показаны, все точки были поставлены и указано конкретно, кто там виноват. Поэтому в этой части ни мне, ни членам Временного правительства бояться нечего. Если хочет, пускай через 11 лет копает, ищет, находит, флаг ему в руки. А так, я думаю, в настоящее время ему надо копаться не в грязном белье прошлого, не в негативах, а думать о будущем народа, общества, государства, в каком мы состоянии сейчас находимся, куда мы идем, в какой глубокой пропасти проблем мы находимся, в каком кризисе и как выходить.
И вместо того угрожать кому-то, ему нужно консолидировать общество, призывать к объединению, единению и вместе искать пути выхода из кризиса. Разве не это главная задача главы государства, премьер-министра или всех ветвей власти? Ну вот за несколько дней, что он у руля, Кыргызстан становится страной-изгоем. Никто из соседних глав не поздравил Джапарова вот с принятием присяги. И вот я лично считаю, что в этой ситуации виноват не только Джапаров, но и депутаты, которые вот стремятся узаконить его власть. Ваше мнение какое? Ну, мое личное мнение, у депутата безвыходное положение. Вот. Во-первых, многие депутаты, почти 80%, как вы знаете, пытались перейти на следующий парламент. А чтобы пройти, они вынуждены играть по правилам людей, которые находятся во власти. Вот. Отсюда и независимость, зависимость их, это раз. Во-вторых, многие из них бизнесмены, люди состоятельные. А эта прослойка людей, общество, знаете, очень уязвимое, очень тонкое. Любое такое мановение палочкой или дуновение ветерочка может заколебать их положение. Они это учитывают. И вот скажу, на них оказывается определенное морально-психологическое воздействие. Оно может быть и в любой форме. И вот под такими прессами, конечно, депутаты вынуждены, учитывая свои личные интересы, кстати, они всегда у них на первом месте, делать то, что с них требуется. Да. Ужасно, конечно. Какое будущее ждет Кыргызстан? Нам, законопослушным гражданам, уже пора паковать чемоданы? Знаете, паковать чемоданы можно, если есть куда ехать, куда бежать. Да. Я думаю, 99% кыргызстанцев, у них дом Кыргызстан, семьи, дети здесь, предки здесь захоронены. Куда им бежать, кроме нашего Кыргызстана? Кому они нужны? А есть, конечно, определенная часть, у которых там все затарено, заготовлено, там закуплено, все. Они, конечно, семьи, наверное, давным-давно там, здесь их держат какие-то, наверное, интересы. Вот. Поэтому я кыргызстанцев призвал бы к единению и сплочению. Мы еще не такое ведь переживали. Мы, может быть, привыкли уже к такому состоянию. Как-никак уже третья революция. Можно ожидать и четвертую. Так что мы люди очень гордые, стойкие. 3 раза наступили на грабли, у нас 3 шишки на лбу, так что мы привыкли, стойкие, так что мы выдержим. Кстати, о революциях. 15 лет назад, во время первой революции, вы на один день стали главой МВД. 10 лет назад, после второй революции, вы возглавили ГКНБ. Сейчас несколько дней порулили Совбезом. Какова роль кыргызских революций в вашей судьбе? Фатальная, наверное. Но, знаете, во-первых, наверное, это, Богом предписано или во лбу у меня написано. Вот оказывается, вот в критических случаях самые такой горячей точки. Ну, может быть, вот именно в этих ситуациях для общества нужна была моя помощь. Единственное, я жалею о том, что почему-то в самый последний момент, если Бог мне дал, или те люди, которые руководили, решали вопрос, хотя бы давали время, месяц как минимум, а то больше, мы из всех этих ситуаций вышли бы, выпутались бы. И притом не кровавым, не бойней, а путем переговоров, договоренностей, мирным путем. Ну, почему-то у меня этого не получилось, как говорится. Но это я не унываю, как говорится. Надо быть оптимистом, надо смотреть в будущее, потому что мы живем, мы большую часть жизни прожили, но за нами идут дети наши внуки. И какое дело мы им, какой флаг мы им в руки передадим, какую страну, какое общество оставим, зависит от нас. Поэтому я сделаю все для того, чтобы Кыргызстан был стабильной, хорошей
авторитетной страной, и наши международные партнеры с доверием относились. И все-таки многие международные, ну, зарубежные эксперты говорят, что время революции у нас не закончено, будет и 4-я, может быть и 5-я. А вы как думаете, будет ли? Ну, судя революция? по тому, как новая власть взялась за дело, я не исключаю повторения этих событий. Потому что сейчас очень много горящих тем, которыми надо заниматься неотложно. Это и тот же коронавирус, подготовка осенне-зимнему периоду, это проблемы обеспечения электроэнергией в зимнее время. И вот инфляция, подорожание продуктов питания, топлива, всего этого. Надо неотложно всем этим заниматься. А смотрите, новая власть занимается сейчас в основном распределением должностей и захватом или распределением материально выгодных финансовых потоков. Вот. Если так дело пойдет, те же люди, которые привели эту власть к вершине, они сами же разберутся в скором времени. У нас у этой власти время только до весны. Если до весны у народа не появится надежды, доверие не укрепится, то нам ожидать весной обратно повторения этих событий. А почему вот такая ситуация, что вот получается кыргызы любят портфели больше, чем свою страну, чем свой народ? Что за люди мы такие? Ну, знаете, вот сейчас хаят Советский Союз, советские времена. Вот. К сожалению, многое хорошее, что у нас есть сейчас, это осталось от советских времен. Это наше воспитание, культура, уважение друг к другу, вот, дружеские, братские отношения вот, другим национальностям. С переходом к рыночной экономике наш менталитет, психология абсолютно изменилась. Пирамида с основы встала на голову. И на первую очередь вышли такие нехорошие человеческие качества, как корыстолюбие, стремление к богатству, к деньгам, к стяжательству, подлость, измена стали повседневным явлением. И вот посмотрите, целое поколение, которым сейчас 35-40 лет, и которые сейчас как бы движущая сила общества, они ничего хорошего в своей жизни не видели. И им кажется, если ты собрал толпу, если у тебя есть деньги, если у тебя есть сила, ты можешь взять все. И власть, и деньги, и все остальное. И невзирая ни на какие законы, можешь диктовать свои условия и порешать таким образом все свои вопросы. Вот. А жизнь наша показывает, этот путь тупиковый. Какое бы время ни проходило, придет конец этому. Если не люди, так Бог накажет, и Бог поставит их на то место, которое они заслуживают. Понятно. Ну ладно, будем надеяться, что Кыргызстан восстановится. Спасибо за беседу. Конечно, будьте уверены, все будет хорошо.